В эфире информационный выпуск Амшекшара. Здравствуйте. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. В городе Герой Ткорчал продолжаются работы по благоустройству. «Сила духа махаджиров» – так называется постановочная работа молодого хореографа-педагога из Абхазии Арьяны Цопанты. Завершился чемпионат МЧС Абхазии по мини-футболу. В селе Каман почтили память погибших бойцов Афона-Ишерского батальона. Ежегодно 5 июля участники освобождения села встречаются на месте, где на подступах к Сухуму 30 лет назад шли ожесточенные бои. К установленному здесь памятнику возложили цветы глава администрации Сухумского района Алхас Читанава, представитель районного собрания Валерий Смыр, родственники погибших, общественность. 5 июля, как считают многие бойцы, было началом победы в кровопролитной войне за свободу Абхазии. На полигоне Цабал прошли сборы с внештатными расчетами зенитных установок воинских частей вооруженных сил Абхазии. Сборы проходили в соответствии с планом подготовки на нынешний год и в целях повышения полевой выучки и навыков по специальности, сообщает пресс-служба Минобороны. В ходе сборов военнослужащие изучили устройство, назначение и порядок применения зенитных установок, а также получили практические навыки в проведении боевых стрельб. Под председательством генерального прокурора Адгура Агрба состоялось координационное совещание руководителей правоохранительных органов. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, участники обсудили результаты обобщения практики рассмотрения судами первой инстанции уголовных дел о преступлениях против общественной безопасности в сфере незаконного оборота огнестрельного оружия за прошлый год. По итогам подготовлено постановление, которое будет разослано членам координационного совещания с учетом замечаний и предложений. 6 июля в столице пройдут праздничные мероприятия ко дню города Сухум. С 10 часов утра в парке имени Ефрема Эшба развлекательные мероприятия для детей. В 13 часов в парке имени Баграта Шингуба откроется выставка молодых художников, фотовыставка «Сухум. Вчера и сегодня». С 15 часов на набережной Махаджиров будет организовано абхазское подворье Аква-Ашта. В 16:00 у Абхазского драмтеатра начнется открытый чемпионат Абхазии по брейк-дансу. В это же время на площади имени Сергея Багапш начнутся развлекательные мероприятия для детей с участием аниматоров. В 18 часов в парке имени Тараса Шамба также начнется праздник для детей. В 8 часов вечера на набережной Махаджиров у колоннады состоится торжественный концерт «Мой Сухум». Завершатся мероприятия ко дню города праздничным фейерверком в 22:00. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прислал на имя главы администрации Сухума Беслана Эшба поздравительный адрес ко дню города Сухум. Санкт-Петербург и Сухум объединяют не только крепкие дружеские и партнерские связи, но и общность непереходящих духовных идеалов и ценностей, что служит надежной опорой сотрудничества, говорится в поздравительном адресе. Александр Беглов поблагодарил главу Сухума и всех жителей за радушие, доброжелательность и гостеприимство. Теплый прием петербуржцев и членов официальных делегаций. План по таможенным платежам за 6 месяцев перевыполнен на 35%, сообщает пресс-служба ГТК. Сумма начислений таможенных платежей за первое полугодие текущего года составила 1 миллиард 924 миллиона рублей, что превышает плановый показатель на 496 миллионов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в нынешнем объем начислений вырос на 418 миллионов рублей. 2 факта культивирования наркосодержащих растений в крупном размере выявлено в Сухумском и Гулрипском районах. Подробности в оперативной съемке МВД.
Сотрудниками уголовного розыска отдела внутренних дел по Сухумскому району совместно со службой государственной безопасности при проведении профмероприятий с целью выявления фактов незаконного возделывания наркосодержащих растений в селе Гумиста на обработанном под сельхозкультуры земельном участке были обнаружены корни конопли. Принятыми оперативными мерами впоследствии на месте посевов правоохранители задержали местного жителя. Год рождения? 77. Место жительства? Село Чадара, село Гумиста, Ишерская, 225. Так, скажите, пожалуйста, вот данный участок, который уже на обрабатывании, вы какое отношение к нему имеете? Я обрабатываю участок. Данный участок Да. вы обрабатываете? Да. Участок какой цели? Что здесь? Ну, огород выращиваем, огурцы, помидоры, кукуруза. Это все. Также перед началом вам задается вопрос. На данном участке имеются ли запрещенные в гражданском обороте наркотические сильнодействующие вещества? Имеются. Что имеется? Среди культурных насаждений сорняка гражданин возделывал и запрещенные в республике растения. В общей сложности при обследовании участка местности, на котором вел свое хозяйство Утар Губля, было изъято 83 корня наркосодержащих растений конопли вида южно-краснодарская, пригодных к использованию в качестве сырья для изготовления наркотического средства каннабис, то есть марихуана. Сам же гражданин Губли на момент задержания пребывал под воздействием аналогичного наркотика. В отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного пунктом В, частью 2 статьей 228 Уголовного кодекса Республики Абхазия, следственным подразделением Сухумского районного отдела внутренних дел возбуждено уголовное дело. Решением суда Сухумского района вышеназванный гражданин на время предварительного расследования заключен под стражу. Аналогичное преступление вменяется жителю Гулрыбского района, а именно незаконное культивирование запрещенных к возделыванию наркосодержащих растений, совершенное в крупном размере. По месту проживания Бирулава Эдуарда Григорьевича, 1973 года рождения, в селе Бакмаран, на своем приусадебном участке последний выращивал растения конопли. Оперативно-розыскные мероприятия по выявлению данного преступления и задержанию гражданина Бирулава провели сотрудники уголовного розыска Гулрыбского РОВД. При этом мужчина и сам пребывал в состоянии наркотического опьянения, за что в настоящее время несет административное наказание. Расследование в рамках возбужденного уголовного дела проводит следственная группа районного отдела внутренних дел. В городе Герой Ткварчал продолжаются работы по благоустройству. Сейчас здесь укладывают тротуарную плитку на главной площади. Репортаж Ульяны Рожковой. На протяжении долгого времени главная площадь города Ткварчал была в аварийном состоянии. Старая тротуарная плитка разрушалась. Во время дождей образовывались огромные лужи. Все это мешало жителям города комфортно перемещаться. В последнее время Ткварчал стал набирать популярность у гостей из-за своих величественных горных пейзажей и водопадов. Так как площадь является лицом города, было принято решение привести в порядок тротуары. Средства выделили из республиканского и местного бюджетов. Уже выполнена половина работы, но погодные условия не дают возможности работать быстрее. В очень плохом состоянии, все разрушено было. Здесь лежала плитка бетонная, все разрушилось. Люди спотыкаются, падают, лужи, грязь, дети проходят, тут школа, администрация, банк, весь центр, и все через грязь проходили, через эти лужи проходили. И за это решили благоустроить центр города. И люди гуляют, и люди работают. Основная часть это центр, это здесь. Тут город небольшой, и все скомпоновано в одном месте. И вот они здесь все работают. И все проходят через эту часть. Тут и пенсионеры, очень много старые люди, которые идут в банк получать пенсию. И они вот так вокруг обходили через кусты, там через траву проходили, и грязь кругом заносили. И за это решили сделать брусчатку, дорожки, чтобы удобство создать людям. Местные жители уже замечают изменения. Говорят, что сейчас стало приятнее ходить по центру города. Проходит масштабное преображение центральной части Ткварчала. В прошлом году был отремонтирован городской парк, обустроены детские спортивные игровые зоны. Планируется реставрация фонтанов и ремонт детского кафе. Здесь плохая дорога, конечно, была. Сейчас вот мы видим, что все облагораживается, дорога хорошая. Приятно ходить по этим дорогам. Мы очень рады, жители Ткварчал все очень рады этому. Удобнее и в банк зайти, и куда-то пойти, и пройтись по улицам очень приятно. Все работы планируют завершить до конца этого года.
Ульяна Рожкова, Сергей Каджая, Абхазское телевидение. Председатель Конституционного суда Абхазии Диана Пиля принимает участие в работе 9-й Всероссийской научно-практической конференции, посвященной актуальным вопросам контроля и надзора в социально значимых сферах деятельности общества и государства, кадрового обеспечения деятельности контрольно-надзорных органов. Свой доклад Диана Пиля посвятила особенностям организации деятельности госслужбы в Республике Абхазия и перспективам ее развития. В Сухуме завершился 3-й сезон школы педагогического мастерства. Около 200 учителей и воспитателей столицы приняли участие в работе школы. Педагоги из Тамбова и Нижнего Новгорода, а также преподаватели АГУ, работники Института педагогики имени Арзенба и опытные педагоги общеобразовательных учреждений столицы провели мастер-классы по 16 направлениям. Подробности в репортаже пресс-службы администрации города. Подведение итогов работы 3-й летней школы педагогического мастерства, организованной Управлением образования администрации Сухума, прошло во 2-й средней школе. 200 молодых учителей со стажем работы от 1 до 5 лет стали слушателями лекций, участниками мастер-классов и тренингов. Школа педагогического мастерства, проект, подготовленный в Управлении образования, получил поддержку в руководстве столицы. И вот уже 3-й год проводится при большом интересе среди преподавателей Сухума. По словам начальника школы педагогического мастерства, педагога высшей квалификации Нины Староженко, если в предыдущие годы спикерами были доценты и профессора вузов, в этом году ими стали практикующие педагоги с многолетним опытом работы из Тамбова, а также преподаватели АГУ, работники Института педагогики и главные специалисты Управления образования. Анализ работы 3-го сезона и планы на будущее обсудили на закрытии школы педагогического мастерства. Нам есть что решать, нам есть что рассказать друг другу и поделиться своим опытом. Работали дружно, организованно, но мы увидели теплоту отношений. Это подкупило нас. Мы никогда этого не забудем. В течение недели лекции, мастер-классы и тренинги провели в 16 предметных группах по всем дисциплинам, которые преподаются в школах. Впервые в рамках школы прошли лекции по физической культуре. Отдельная группа была и для лекций для заместителей директоров по воспитательной части. Слушатели и спикеры летней школы отметили продуктивную и заинтересованную работу всех участников. Нам читали лекции наши же преподаватели с Абхазского государственного университета, авторы будущего учебника по географии Абхазии Инга Васильевна Таня и Нури Валерьевич Багапш. Мы надеемся, что этот учебник будет у нас в руках со 2-го полугодия нового учебного года. 2 дня у нас была полевая практика. Мы ездили в Пицунда-Мюссерский заповедник с целью изучения абразивных процессов. Мы выезжали в пещеру Абрыскил с целью изучения карстовых явлений. Нам, правда, есть с чем сравнить. Впечатлений было море. Дружные, творческие, активные, говорили о сухумских учителях тамбовские спикеры. В работе школы педагогического мастерства в качестве вольнослушателей приняли участие делегации преподавателей из Нижнего Новгорода. Мне хочется сказать огромное, вот преогромное спасибо за опыт города Сухум в работе с молодыми учителями. И мы надеемся, что этот опыт мы передадим нашим руководителям. И для нас это будет движение так же вперед, как и для вас. Дружные, творческие, активные, а самое главное, замечательные организаторы. Хочу сказать, вы уникальный народ. На церемонии закрытия 3-го потока школы педагогического мастерства вручили памятные подарки наиболее активным слушателям, а также отметили подарками победителей брейн-ринга «Что, где, когда», который ежегодно проводится среди учителей в рамках летней школы. Проведение школы педагогического мастерства для столичных учителей стало возможным благодаря финансовой помощи администрации города Сухум, которая поддержала проект Управления образования столицы по повышению профессионального и методического мастерства педагогов. Амрамидж, Алексея Гухава, пресс-служба администрации города Сухум.
29 июля по 3 августа в Государственном концертном зале Пицунского храма пройдет Международный музыкальный фестиваль 2024. Художественный руководитель и генеральный директор фестиваля, выпускник Московской государственной консерватории имени Чайковского Барас Куджба. В этом году в фестивале примут участие артисты из Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Китая, России, США и Турции. В фестивале также будет участвовать государственная хоровая капелла Абхазии под руководством народного артиста республики Надара Чанба. «Сила духа махаджиров» – так называется постановочная работа молодого хореографа-педагога из Абхазии Арианы Цопанты, которую она представила на госэкзамене по хореографии. Выпускница Краснодарского государственного института культуры покорила сердца зрителей, членов комиссии и, конечно же, получила наивысший балл. О призвании, таланте, упорном труде и любви к танцу в материале Шазины Ханагва. Танцы – это не стиль жизни, это сама жизнь. Для 23-летней Арианы Цопанты хореография не просто увлечение. Рассказывать о танцах девушка может часами. Ее знакомство с этим видом искусства произошло еще в детском возрасте. Но о том, что это станет ее профессией и призванием, тогда она не догадывалась. В этом году Ариана Цопанты окончила Краснодарский государственный институт культуры на красный диплом. Выпускники представили комиссии постановки, в которых проявили себя не только как исполнители, но и как постановщики. Ариана затронула важную историческую тему – сила духа махаджиров. Это сочетание научного исследования и красивая лексика народных танцев Кавказа. Постановка затронула комиссию и зрителей до глубины души. Было очень много слез, и я каждый раз, когда смотрела постановочную работу со стороны, я не могла ее прочувствовать, потому что ты в работе, ты все время видишь какие-то ошибки, недочеты, ты не можешь насладиться полностью. Обычно всегда я могла посмотреть на свою постановочную работу вот в день экзамена, когда я сдавала работу, я смотрела на нее со стороны, и вот что когда Ладскую трагедию показывала, что когда про Сарию Лакобу, я плакала в конце, постоянно и тоже как стабильно. А тут я сама участвовала в своей дипломной работе. То есть со стороны я это увидеть не смогла, но я это все прочувствовала на себе, и слез было много. И на сцене, пока я танцевала, было много слез, и после, и подходили ко мне люди со слезами на глазах. Быть хореографом – это не только уметь танцевать, получив специальное образование. Это путь длиною в целую жизнь, где вместе с обучением других ты учишься сам. В своей постановке Ариана показала историю переселения кавказских народов в годы русско-кавказской войны. Несмотря на все тяготы, которые испытали махаджиры, они смогли сохранить свою индивидуальность и самобытную культуру в танцах, песне и музыке. Мысль о данной постановочной работе появилась еще на первом курсе. Ариана долго исследовала убыхский танец. Со всех сторон очень выглядит по-разному, и у меня возник вопрос, почему вообще так происходит, почему один и тот же танец имеет отношение сразу к нескольким народам. И я уже вот на втором курсе начала в этом копаться, и исходя из всего материала, который я смогла найти, я поняла, что все-таки этот танец – это какое-то смешение наших народов. Вот это горе, которое им пришлось пережить, повлияло на создание вот такой красоты. То есть культура, которую сейчас сохраняют махаджиры на территории Турции, она действительно уникальна. Во многом мы очень много уже потеряли здесь, находясь на нашей родине, а они это все сохраняют, модернизируют, стилизуют, и у них очень многому можно поучиться. Ариана Цопанты часто ставила в стенах Краснодарского государственного института культуры национальные танцы. Постановочные работы молодого хореографа о Сарии Лакоба, о Ладской трагедии глубоко откликались в сердцах зрителей. Ариана подчеркнула, что абхазская тематика полюбилась как студентам, так и педагогам. Я всегда удивляюсь тому, как зритель встречает наши постановочные работы. Я сейчас чуть-чуть отойду от темы дипломной работы. Мальчик учился, тоже закончил институт культуры, Алексей Барциц. Мы с ним очень много вообще оставили в этом институте, именно в ансамбле.
ставили как минимум 2 танцевальных номера абхазских. Мы каждый раз, когда смотрели, мы удивлялись тому, насколько вообще зритель и наши педагоги, студенты полюбили нашу культуру. Ни один концерт не обходился без наших номеров. Ни один. Даже бывали концерты, куда не брали русские номера, а брали абхазские. Вот, до такой степени. И мне всегда было очень трепетно и приятно, что абсолютно чужим людям откликается наша история. Искусство помогает увидеть многое с другой стороны. Через танец, движение, музыку, эмоции можно передать ту боль, которую испытал народ. Постановка «Махаджирах» была первой масштабной работой Арианы. Хронометражем 15 минут. Изначально педагоги были против данной постановки. Однако, увидев результат, поддержали. У нас вообще в институте очень пропагандируют то, что наше творение, да, оно всегда должно переносить добро. То есть любая работа, которую мы выносим на сцену, даже если она имеет в себе очень грустный посыл, она должна заканчиваться хорошо. Но это такой маленький посыл в то, что все-таки нужно приносить больше добра в этот мир. И ставить эту постановочную работу, заканчивая на том, через что они прошли, то есть на негативной ноте, я не хотела. И смотря сейчас на мухаджиров, я понимаю, что они действительно смогли найти себя, они сплотились, они создали свои общины, они развивают свою культуру, они держатся друг за друга, то есть они смогли выжить. Ариану Цупанты многие знают как экс-солистку государственного ансамбля танца «Шаратен». Молодого, яркого, инициативного хореографа любят и дети, которых она обучает. Девушка готова работать, не покладая рук. В планах продолжить учиться. Ариана мечтает посетить Турцию, пообщаться с соотечественниками, изучить сохраненную культуру махаджиров, записать и издать. Танец – это маленький рассказ, и как его поведают, так он и дойдет до зрителя. Ариана не просто хочет посвятить себя искусству танца, а стать наставником для ребят, делающих свои первые шаги на этом поприще. Шазина Ханагуа, Рамо Камкия, Абхазское телевидение. Завершился чемпионат МЧС Абхазии по мини-футболу. Чемпионат был посвящен Дню спасателей, 18-летию образования спасательного ведомства страны. Подробности в материале пресс-службы. Завершился чемпионат МЧС Абхазии по мини-футболу. Чемпионат был посвящен Дню спасателя и 18-летию образования спасательного ведомства страны. Первенство проводилось в течение месяца. В нем приняли участие команды из всех районных подразделений республики, а также центрального аппарата министерства. После группового турнира состоялись финальные игры. В матче за третье место встретились футболисты центрального аппарата и ПСЧ Гудауты. Игра выдалась насыщенной и весьма результативной по числу забитых голов. Со счетом 8-1 победу одержала команда центрального аппарата. Первое место в турнире разыграли между собой футболисты ПСО городов Гагра и Сухум. Игра шла на равных, обе команды проявили упорное желание стать победителем первенства. Однако в основное время игры выявить сильнейшего не удалось. Матч завершился 0-0 ничьей. Победитель определился в серии после матчевых пенальти. В ней удача сопутствовала футбольной команде ПСО города Гагра. Она и стала чемпионом МЧС 2024 года. По результатам турнира лучшим вратарем назван Ринат Танкваб из Гагры, лучшим нападающим Вячеслав Ханагу из столичного ПСО, лучший бомбардир Аста Муркварчия ПСО Сухум, лучший защитник Иракли Церетели из центрального аппарата министерства. Лучшим игроком чемпионата стал Мурат Джопуа, представляющий столичный ПСО. Поздравляя победителей и призеров первенства, министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициня отметил достойную игру всех участников чемпионата, личностные качества футболистов, проявленные в честной спортивной борьбе, и выразил надежду, что данный чемпионат еще больше сплотит командный дух, станет новой ступенью в каждодневной профессиональной деятельности спасателей. А сейчас о погоде.
По сообщению синоптиков, в выходные дни 6 и 7 июля на территории Абхазии облачно, в субботу ночью и воскресенье в конце дня местами дождь и гроза. Температура воздуха ночью 19-24, днем 27-32 градуса. Температура морской воды плюс 27 градусов. На этом информационный выпуск Амшипшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.